говорить, что нужно полностью отключить звук на ваших мобильных устройствах. Обратите внимание, что свет экранов также мешает зрителям и артистам. При этом вы можете осуществить фото- и видеосъемку, предварительно убавив яркость. Спасибо за внимание.
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в малом зале Башкортостан на концерте «Романтические бестселлеры». Серия концертов, объединенных этим названием, начала свое существование летом 2022 года между 30-м и 31-м концертными сезонами Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Позже эта программа прозвучала во многих других городах республики с большим успехом. И нам очень приятно представить сегодня для вас романтические бестселлеры в их расширенной версии. Наш сегодняшний концерт пройдет в 2 отделения, вновь на сцене малого зала для жителей Уфы. В этот вечер вы услышите истинные шедевры романтической музыки, а точнее той ее области, которая смело могла бы относиться к вокальной лирике. Все дело в том, что многие из произведений, которые прозвучат сегодня, носят название песен. Но поскольку этот вечер станет для нас с вами очень особенный, то и песни эти исполняться будут не человеческим голосом, а потрясающе богатым, роскошным тембром кларнета, который будет поддержан кристальным звучанием рояля. Инструменты эти зазвучат в руках уникального дуэта, который я представлю вам чуть позже. Откроет наш сегодняшний вечер музыка немецкого композитора-романтика Иоганнеса Брамса. Он широко известен публике благодаря своим венгерским танцам и большому количеству симфонических произведений. Однако душа и сердце самого Брамса всегда принадлежали камерной музыке. В совсем юном возрасте, с 20 лет, он начинает писать песни обо всем, что сам ярко чувствует, о женщинах, любви, о своих эмоциональных переживаниях, и посвящает этой области всю свою жизнь. Последние из его песенных опусов были закончены всего за несколько месяцев до смерти. Песни – именно тот жанр в творчестве этого композитора, в котором мы можем хотя бы краешком глаза подглядеть не за Брамсом-мастером, Брамсом-композитором, Брамсом-профессионалом, а за Брамсом-человеком. Столько в них личного переживания и откровенного высказывания. Сегодня мы с вами сосредоточимся на тех песнях Брамса, которые наиболее ярко и контрастно изображают всю палитру человеческих эмоций. Мы услышим мотивы любовного томления и переживания, мотивы сомнений, яркие контрастные эмоции, философская отстраненность и радость на грани с катарсисом. Брамс говорил, что по расстановке пауз в произведении легко можно отличить дилетанта от истинного мастера композиторского письма. Без сомнения, сам Брамс был именно таковым мастером. Его мелодии в песнях словно дышат, а паузы расставлены весьма красноречиво. Совсем скоро мы приглушим свет, и вы останетесь с этой потрясающей романтической музыкой наедине. И еще со всем тем, что эта музыка сможет пробудить в ваших сердцах. И я прошу вас сегодня, поддайтесь этим чувствам. Позвольте себе все это почувствовать и пережить. Переводить эти яркие музыкальные высказывания на язык человеческих чувств будет поистине уникальный и потрясающий дуэт, услышать который для нас с вами сегодня большая удача. Итак, Иоганнес Брамс. Любовная песнь. На сцене генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Артур Назиуллин. И главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Башкортостан Дмитрий Крюков.
Вздыхая темной ночью. Для сохранения художественной ценности произведений просим вас отключить сигналы мобильных устройств. Спасибо. Как ты прекрасна, моя королева. Тайна.
Серенада. Отчаяние.
Узнал бы я обратный путь. Я видел сон.
Феликс Мендельсон был, без сомнения, одним из самых ярких, популярных и гениальных композиторов эпохи романтизма и прославился прежде всего своими камерными сочинениями. Особенно популярными при жизни композитора стали его произведения для голоса. Самим автором они очень часто предназначались для исполнения под открытым небом. Век романтизма диктовал свои правила. Феликс Мендельсон писал для человеческого голоса просто и благородно, а его идеалом и опорой в музыкальном творчестве всегда оставалась народная песня. А вот песни без слов Феликса Мендельсона – это жанр, написанный специально для фортепиано. Автор предполагал дать инструменту голос, сделать так, чтобы инструмент в руках исполнителя мог петь и передавать все человеческие эмоции, что существенно отличало его подход от композиторов-современников, которые делали ставку прежде всего на техническую виртуозность в своих произведениях. Феликс Мендельсон, так же как и Брамс, начал писать свои песни в совсем юном возрасте, будучи 20-летним, молодым, вдохновенным, влюбленным, только что вернувшимся человеком из творческой яркой поездки по Италии и Швейцарии. А последний из таких опусов он закончил всего за 2 года до смерти. 8 тетрадей, 48 пьес. Поистине над этой идеей композитор трудился всю свою жизнь. Музыка Мендельсона пленяла современников и все последующие поколения слушателей легкостью восприятия и при этом одновременной глубиной чувств. От вокального жанра Мендельсон заимствует экспрессивность человеческого голоса, его тембровое богатство, изящество и лиризм. А еще перенимает способность тонко реагировать на любое малейшее изменение в жизни. Независимо от того, чем вызвано то или иное настроение, красотой или внешнего мира, или собственным душевным состоянием, песни без слов Феликса Мендельсона – это гамма оттенков, различия тонких нюансов изящного лиризма человеческой души. В этих песнях слышно, как будто бы композитор вплел в музыкальную ткань свое собственное сердцебиение и свои собственные переживания. Феликс Мендельсон. 4 избранных песни без слов.
композитор романтик Иоганнес Брамс, к чьей яркой творческой фигуре мы возвращаем сейчас свой взор и слух, обогатил мировую музыкальную литературу рядом выдающихся сочинений, некоторые из которых стали настолько популярны, что знакомы даже слушателям, очень далеким от академической музыки. Иоганнес Брамс был невероятно энергичным композитором и исполнителем, и однажды отправился в гастрольный тур по городам Германии с знаменитым, потрясающим скрипачом, современником Эде Ременье. Музыканты давали концерты в крупных и небольших городках, очень много передвигались пешком, знакомились с местными жителями, узнавали об их традициях и могли запросто устроить ночной, спонтанный, импровизированный концерт. Слушатели были в ужасном восторге от яркой, насыщенной эмоциональной музыки и от самих музыкантов. Народные напевы, которые тогда так много исполнялись Брамсом и Ременье, на тот момент даже не были записаны на нотных листах. Однако именно им суждено было стать впоследствии знаменитейшими венгерскими танцами Иоганнеса Брамса. Лишь спустя 16 лет после первой яркой гастрольной поездки по городам Германии Брамс запишет первые 10 песен. Через год еще запишет 11, спустя еще немного времени он выпустит 2 тетради венгерских танцев, которые принесут ему невероятную популярность. Практически все, у кого в то время дома был музыкальный инструмент, исполняли в 4 руки венгерские танцы Иоганнеса Брамса. На протяжении всего жизненного пути Брамс сохранил любовь к венгерской музыке. Для него эта страна стала символом свободы, раскрепощенности духа и жизнелюбия. Все это он увековечил в 4 тетрадях своих великолепных произведений. Иоганнес Брамс. 3 венгерских танца.
Антракт 15 минут.
его вижу. Хочешь поменять? Да. Алисия, срочно ящики денег.
Второе отделение нашего концерта откроет имя композитора, который, несмотря на то, что жил и творил в эпоху романтизма, может по праву считаться человеком эпохи Возрождения. Камиль Сен-Санс вошел в историю прежде всего как композитор, пианист, дирижер и педагог. Однако этими гранями далеко не исчерпывается талант этой поистине универсально одаренной личности. Камиль Сен-Санс был также автором книг по философии, литературе, живописи, писал стихи и пьесы, критические эссе, а также рисовал шаржи и карикатуры. Композитор стал членом французского астрономического общества, поскольку его познания в области физики, астрономии, археологии и истории не уступали эрудиции иных ученых. Исключительно одаренный композитор Камиль Сен-Санс виртуозно владел техникой композиторского письма. В последние годы жизни Сен-Санс, вопреки преклонному возрасту и уже пошатнувшемуся здоровью, продолжал работать так же интенсивно, как и всегда. Деятельная натура композитора требовала не просто продолжения творчества, а настоящего поиска и открытия новых его областей. Внеся значительный и весомый вклад в мировую камерно-инструментальную литературу своими фортепианами, трио, струнными, фортепианными, квартетами и иными инструментальными ансамблями, композитор обращается к той области камерной музыки, на которую прежде, возможно, не обращал своего внимания. Он задумывает произведения для деревянных духовых инструментов. Деревянные духовые играют значительную роль в его симфонических произведениях. Но в данном случае он замыслил нечто новое – сочинения сольные для кларнета, гобоя, фагота и английского рожка. Движущей силой композитора было не только и не столько освоение новых территорий, сколько несправедливость других композиторов к деревянным духовым инструментам и в особенности кларнету. Современники Сен-Санса отдавали предпочтение в камерном жанре струнным инструментам. А ведь кларнет обладает не менее богатым исполнительским потенциалом. Нужно лишь дать музыкантам необходимый материал, который полностью этот потенциал может раскрыть. Именно этим решает заняться Камиль Сен-Санс и пишет великолепную сонату для кларнета с фортепиано. Еще при жизни композитора утвердилось о нем мнение, порой, кстати, бытующее до сих пор, мол, Камиль Сен-Санс не мучим никакими страстями. И действительно, даже лирические высказывания этого композитора кажутся порой чрезмерно отстраненными и чересчур холодноватыми. Но было бы ошибкой считать, что Сен-Санс не способен на яркое выражение чувств. И лучшим опровержением такого мнения является следующее произведение, в котором, без сомнения, есть особая сердечность и глубина эмоционального переживания. Камиль Сен-Санс. Соната для кларнета с фортепиано в 4 частях. Для сохранения художественной целости произведения просьба не аплодировать между частями. На сцене Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков.
передающего тончайшее настроение человеческой души инструмента волновали многих композиторов. Среди них оказался и ярчайший представитель направления импрессионизма в музыкальном искусстве француз Клод Дебюсси. В зрелом творческом возрасте Дебюсси принимал участие в работе жюри конкурса исполнителей на духовых инструментах в Парижской консерватории. И именно благодаря этой деятельности у композитора возникает замысел создать произведение для кларнета. Тогда же он этот замысел и реализовывает, первоначально написав пьесу для кларнета с фортепиано, а затем переработав это сочинение и сделав версию для оркестра. Дебюсси считал, что музыка подобна природе, своей естественностью, бесконечной изменчивостью форм и многоликостью, многогранностью. А также он говорил, что только музыканты обладают преимуществом уловить всю поэзию дня и ночи, земли и неба. И природа, и музыка ощущаются Клодом Дебюсси как рождение неповторимого мгновения, всегда ускользающего и всегда перерождающегося каждую секунду. Рапсодия для кларнета и фортепиано написана именно в таком абсолютно импрессионистском музыкальном духе. В ней часто сменяются темпы и эмоциональные состояния. Образы тяготеют к поэтической пейзажности. Гармония перетекает друг в друга тонко и вместе с тем глубоко, а партия солирующего кларнета очаровывает с первых звуков. Результатом своего труда Клод Дебюсси остался невероятно доволен и называл «Рапсодию» одной из самых прекрасных пьес, когда-либо им написанных. Клод Дебюсси «Рапсодия для кларнета и фортепиано».
Имя Сергея Васильевича Рахманинова неотделимо от самого понятия «русская музыка». Ярчайший представитель национальной традиции, он при этом близок и понятен слушателям всего мира. Оригинальный музыкальный язык, родившийся на пересечении профессиональной, народной и духовной традиций, блеск его фортепианных партитур, оркестровых и хоровых партитур – все это обеспечило Сергею Васильевичу Рахманинову одно из ведущих мест в истории мировой музыки. Среди монументальных симфонических сочинений композитора в его творческом наследии нашлось место и камерной музыке. И хотя Рахманинов не проявлял большого интереса к камерному инструментальному ансамблю, те немногие сочинения, написанные в этом жанре, можно поистине считать жемчужиной творчества композитора. Таковой является соната для виолончели с фортепиано. Произведение зрелое и уравновешенное, проникнутое воодушевленным лирическим порывом и возвышенной искренностью чувств. Музыкальная ткань этого сочинения словно дышит, постоянно находится в движении и напоминает привольную, от души льющуюся песню среди широких природных просторов. В год 150-летия со дня рождения композитора. Сергей Рахманинов. Анданте из сонаты для виолончели с фортепиано в переложении для кларнета с фортепиано.
Сергей Рахманинов был человеком и композитором удивительного дарования. К какому бы жанру он ни прикоснулся под его чуткой, талантливой, гениальной композиторской рукой, этот жанр тут же приобретал необыкновенное художественное и духовное совершенство. А из романса композитору и вовсе удалось сделать нечто невозможное – жанр с поистине безграничным потенциалом. Что самое интересное, Рахманинова не интересовала художественная ценность текстов, произведений, на стихи которых он писал свои романсы. Он скорее опирался на образы, смыслы и идеи, которые закладывали авторы. Правда, трактовал композитор их всегда по-своему, создавая порой совершенно иной поэтический образ, который при этом неизменно завораживал своим звучанием. В бесценном творческом наследии великого маэстро, изобилующим выдающимися, идущими от сердца шедеврами, есть сочинение для голоса, которое, однако, лишено слов. Да и охарактеризовать это произведение невозможно никакими, даже самыми высокопарными эпитетами. Я говорю про вокализ. Философская возвышенность и глубина мысли, выраженная в этом завораживающем своей красотой сочинении Рахманинова, сделала его поистине гениальным, а еще способным коснуться абсолютно каждого сердца, которое находится в этом зале. В завершение концерта Сергей Рахманинов, вокалист.
вечера. Потрясающий романс Сергея Васильевича Рахманинова «Здесь хорошо». Дорогие друзья, мы благодарим вас за внимание и приглашаем вас на концерт Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, который состоится 28 марта в концертном зале Башкортостан и будет посвящен празднованию 150-летия со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова. Благодарим вас за этот вечер. До новых встреч!